Эту песню известный эстрадный исполнитель Раес Фасихов записал еще в начале этого года. История с пандемией еще только начинала закручиваться, и тогда, как признается артист, никто еще не мог предположить, что слова «Яшик Дуслар Гальбергалеп» окажутся такими пророческими, а сама песня получит народное признание. Никто не знал, что придет такая пандемия, что всех вот так приземлит, объединит. Многие вспомнили про родителей, многие вспомнили про каких-то родственников, многие начали общаться с соседями, начали дружить, поняли, что человеческие отношения, вот эти гуманизм и вот такие отношения, они превыше всего. Так, песня, слова которой написал Ринат Муслимов, а музыку сочинил Фирзар Муртазин, вошла, согласно народному голосованию, в топ лучших песен этого года. Несмотря на то, что многие концертные туры пришлось отменить, и большие залы остались в числе нереализованных проектов, многим музыкантам даже в такой голодный на творчество год, благодаря поддержке своего национального телеканала, удалось продержаться на плаву. Тема голодающих артистов стала хитом этого года, но в отличие от российского шоу-бизнеса, наш звездный десант этот период провел без стенаний и жалоб. Наверное, все-таки потому, что некоторые из них свой новогодний подарок все равно получили. Уникальность нынешнего события в том, что, несмотря на карантинные меры, этот концерт смогли посмотреть не тысячи человек, а именно столько вмещает концертный зал Казанского культурного комплекса «Пирамида», а многомиллионная аудитория. Телеканал «Татарстан Новый век» на всех своих медиаресурсах вел прямую трансляцию праздника. «Золотая звезда» лучшим представителям эстрадного искусства вручается уже 8-й год подряд. Композиторы, поэты, исполнители, каждый из них в песне, которая уже стала хитом и которая проникла в самое сердце народной души, казалось бы, играет свою роль, но каждый из них, по сути, вносит свой вклад в одно общее дело. Мы, артисты, стараемся репертуар делать совершенно разный, в разных стилях, но что бы ты ни записывал, все равно татарская, такая более национальная, более народная песня, она лучше заходит для нашего зрителя, для народа, потому что это у них в крови. И вообще татарская песня, она отличается от других эстрад, потому что татарская песня, она воспитывает. Да? Это всегда любовь к родине, любовь к маме, чистые отношения друг к другу, вот такое, без никакой пошлости. Вот она татарская песня, она такая. У меня родители, мама татарка, папа еврей, но для меня татарская песня – это самое близкое, самое родное, самое любимое, что у меня есть в жизни. Ну, элементарно, я до 20 лет вообще не знаю языка, но меня к этому тянуло, влекло, притягивало, и в конце концов, после 20 лет я решил, что я должен знать свой родной язык, я его выучил, я на нем говорю, и я счастлив. На церемонии звучали лучшие песни татарской эстрады за этот весьма непростой год. В концерте приняли участие артисты, победители проекта «Койнар Хит», который шел на протяжении всего года. По словам организаторов, в этом году качество песен действительно стало лучше, так как выбора было больше. И именно этот конкурс, где учитывается мнение телезрителей и слушателей радио, позволяет в будущем формировать плейлист народной радиостанции «Булгар Радиосы». Нам присылали ответ на вопрос наш. Какую песню вы считаете достойной, современную песню, чтобы она зашла именно в золотой хит? И вы знаете, такое количество участников было, несколько тысяч заявок мы получили. Удивительно, оказывается, люди, которые живут в Ханты-Мансийске, Финляндии, в Турции, следят за новинками татарской эстрады, следят за нашим эфиром и присылают свое видение современного золотого хита. В этот день было много удивительных открытий. Нововедущая церемонии Зульфия Шарафеева «Мисс Татарстан-2017». Она уроженка Сабинского района, но работает моделью в Москве. Она поражала всех присутствующих не только своей утонченной красотой, но и великолепным знанием своего родного языка. Я всегда с мамой и с бабушкой разговариваю на татарском. Для меня это родной язык, это что-то родное. И забывать язык – это, наверное, какого-то рода предательство, что ли. Поэтому очень важно сохранять наш язык и передавать его из поколения в поколение. Говорят, все течет, все меняется, и этот год со своими невзгодами и неурядицами тоже канет в историю, вместе с карантином и пандемией. А настоящая народная песня будет жить и звучать вечно. Это же надо понять, это самый доступный, легкий способ передачи именно своего языка, каких-то даже культуру, скажем, и традиций. Потому что что мы делаем? Собираемся, кушаем, общаемся, начинаем петь какие-то песни. Петь какие песни уже, это уже выбирать народу, никому там это насильно привить
прививать там и не стоит, и невозможно, потому что мы говорим о духовной пище, кому что нравится, то и потребляй. Эльзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.